Также в татарском танце большое внимание уделяется парным танцам. Это может быть сольный парный танец, это может быть массовый в паре танец. Поэтому сейчас мы проговорим некоторые парные положения, которые мы часто используем в татарских танцах. Конечно же, если обращать внимание на наши танцы старинные, да, то там прикосновение мальчика к девочке не должно было быть. Поэтому девочка существовала отдельно, а мальчик шел рядом с ней. Это тоже положение корпуса, пожалуйста. Вперед идем. И раз, два, три, четыре. Не трясутся руки. Мальчик давлеет над девочкой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Повернулись. И раз, два, три, четыре. Девочка стесняется. 4. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Но когда настает у нас начало 20 века, после революции, то тогда уже мальчик может прикасаться к девочке, брать ее за талию, но не особо ее этим увлекая. Первое положение, когда девочка закрыта от мальчика кистью, и он ее проводит в первый татарский. Два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Теперь Алсуш за юбочку 3. Второе положение. Раз, за юбочку. 3, 4, 5. Третье положение за платочек. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Теперь все то же самое, только с поднятой у мальчика рукой. То же самое. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Это может быть теперь и вот такой поворот за спину руку. Ты уходишь в сутыню, а она идет вокруг тебя. Сутыню правой ногой. Ведешь тихонечко ее. 2, 3, 4, 5, 6. А теперь сидя и только ее вокруг рук. Пошли. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Это тоже элемент танца, когда девочка подворачивается под рукой у мальчика. Теперь положили ручки. Это мы используем в хороводных танцах. Шагаем. Раз, два, три, 4. Раз, два, раз, два, раз, два, три в другую сторону. Теперь раз, два, три, 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 раз, два, три. Еще одно положение. Мы его называем положением шумабас, когда мальчик держит девочку за локоть. За локоть. Да, здесь за талию. И также ведет ее по всей амплитуде. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо. Еще одно движение в повороте, очень часто используемое. Это когда у нас идет поворот между мальчиком на припадание. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вот эта сцепка, мы ее так называем, когда мальчик придерживает спину девочки. Идите на центр. А девочка мальчика задает инерцию и дает скорость, чтобы девочка не улетала. Поэтому это находка наших хореографов, которые тем самым придерживают. Так, и еще теперь для большей скорости, Алсуш, нет, держитесь, держитесь, также держи его локоть, ты держишь ее локоть. Держимся. Крутимся. И раз, два, три, 4. Для большей скорости 4. Раз. Тем самым мальчик придерживает девочку, чтобы она вдруг не упала. Спускайтесь сюда. У мальчика это может быть не в зацепе, а на кушаке. Ему достаточно держать девочку одной рукой. А девочка держится двумя, потому что она обязательно улетит. Пожалуйста. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше, пожалуйста, положение двумя руками. Девочка спиной, мальчик к ней. Мы можем двигаться тем самым. Двигаться, двигаться. Так. И также меняемся. 2, 3, 4, 5, 6,
Раз, два, три, 4, 6, 7. И здесь с этими руками, в принципе, можно делать все, что угодно. Проворачиваться, сцепка. Сюда, слушай, другая ручка. Да, сюда. Вокруг него. Все, что угодно. То есть подкручивание в татарском танце, девочку крутить вокруг себя, особо не прикасаясь к ней, это тоже отдельная история. Дальше у нас есть положение оттяжки друг от друга. Да, девочка может смотреть как от него, так и на него. Держись. От него. И теперь на припадание пошли. Крутимся. 3, 4, раз, два. Девочка, да, она может и закрыться, и открыться, и держаться за юбочку. У мальчика рука может пойти и к тюбетейке, и на кушак, и за спину. Куда только возможно. Это уже фантазия хореографа и так далее.